Уважаемая Валентина Ивановна, дорогие коллеги, уважаемые участники видеоконференции, позвольте приветствовать вас в этом необычном для наших заседаний формате. Очень рад видеть вас в добром здравии. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить огромную благодарность уважаемой Валентине Ивановне за организацию нашей встречи и предоставленные возможности увидеться со всеми коллегами в формате видеоконференции. Во всем мире ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается очень сложной. Она затронула и государства СНГ. Все мы переживаем непростое время. В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что укрепление сотрудничества между нашими странами, а также взаимная помощь и поддержка в настоящее время важно как никогда. Уважаемая Валентина Ивановна, дорогие коллеги, от имени Джорджии Кыргызской Республики и от себя лично позвольте искренне и сердечно поздравить вас с вашим общим юбилейным праздником с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – святой праздник для наших стран. Огромной ценой досталась Великая Победа благодаря единству и подвигу братских народов Советского Союза на фронте в тылу. Уважаемые участники конференции, хотелось бы проинформировать вас, что в марте прошлого года президентом Кыргызстана Жээнбековым был подписан указ о проведении в 2020 году празднования Победы в Великой Отечественной войне. Но, к большому сожалению, учитывая сложную для всех стран ситуацию, эту дату мы отпраздновать не сможем. Но в то же время в республиканских средствах массовой информации широко освещаются события военных лет, написаны очерки и репортажи о героях войны и тружениках тыла. А на телеканалах Кыргызстана транслируются художественные и документальные фильмы патриотического характера. Также хотелось бы сообщить, что 9 мая по всему Кыргызстану пройдет акция памяти «Бессмертный полк» в онлайн-режиме. Уважаемые коллеги, как вам известно, по инициативе Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ подготовлен международный медиапроект «Строки памяти», который посвящен памяти о Великой Отечественной войне, приобщению к истории через строки произведений национальных поэтов государств МПА СНГ. Участниками данного социального ролика прочитан стих кыргызского народного поэта Сооронбая Жусуева «Я человек, прошедший сквозь войну», отражающий дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны. Дорогие друзья, несмотря на сложные ситуации, в данное время хотелось бы отметить, что ветеранам войны и труженикам тыла в Кыргызстане будет уделено, как и принято, всегда особое внимание. Учитывая всемирное историческое значение победы над фашизмом в Великой Отечественной войне, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу воинов-кыргызстанцев. Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение о единовременных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны. В честь 75-летия Победы ветеранам войны в качестве единовременной помощи будет выделено по 75 тысяч сом. Также правительством Кыргызской Республики им будет вручена юбилейная медаль. Уважаемые коллеги, нынешние и будущие поколения будут хранить чувство благодарности и долга перед всеми, кто защитил Отечество от фашизма. Ведь наши деды и отцы не пожалели своей жизни ради мира и свободы. Они были едины, отстояли свою отчизну и стали примером для всех последующих поколений. Подвиг наших любимых ветеранов навсегда останется в нашей памяти.
Уважаемая Валентина Ивановна, дорогие коллеги, в конце своего выступления хотелось бы еще раз поздравить вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и пожелать всем вам крепкого здоровья, мира и благополучия. Надеюсь на скорую встречу с вами. Спасибо за внимание.